Только что возвратился с охоты. Сегодня третий день, как мы здесь. С утра ничего не снимал. И видеокамеру с собой не брал. Ходил целый день. После 6 вышел. Еще темновато было, но без фонарика можно уже было идти. Вышел. Вчера вот ходил я с восточной стороны, круг сделал. Вот так пришел. А сегодня наоборот. Сегодня с западной стороны. И ходил туда, где мы вчера видели косачей. В основном планы именно косачи сегодня были. Вчера вечером как лег, тоже вот думал, что делать. На сегодняшний день планы делал. И дай, думаю, схожу к тем косачам, которых видели вчера. Круг не маленький. Не знаю, там, вот скажем, сейчас 4 часа вечера уже. Километров 15, наверное, может чуть больше. 16. Не могу сказать. Сколько прошел. Ну вот. Я, в общем, дошел до того места, где видел вчера косачей. Дошел до этого пустыря, где вот они выскочили из лунок. Сегодня туда пошел, там прошелся, никого, тишина. Ну я это и ожидал. И были бы еще березы, где они кормились и в лунку ныряли, а там один пустырь, там в основном сосны. Ну, не видел и не видел, пошел дальше. Пошел дальше и зашел вглубь леса. Уже возвращался обратно по своей лыжне вчерашней. По вчерашней лыжне легче идти, потому что с вчерашнего дня всю ночь шел снег, и где-то уже сантиметров 10 за ночь еще навалило вообще. И так уже проваливался сантиметров 15-20, и еще сверху 10. Вот где-то по колено проваливаешься. Тяжело, вообще тяжело идти. Если меняться там вдвоем, втроем, компанией, бригадой идти, там меняться легче в такой снег. И сейчас я расскажу, что дальше было. Зашел вглубь леса, иду, ничего не ожидая, что-то думаю о своем. Уже неожиданно как-то из где-то метров 15 от меня выскочила пятерка. Я сразу насторожился, уже приготовился. Вчера снимал, а сегодня уже приготовился вообще. Дальше иду. И как и вчера тоже всем комком, там сколько там штук, 15-20, наверное, разом выскочили даже. Выскочили, еще дальше пошел. И одна выскочила и села на дерево. На дерево где-то сбоку, непонятно, но близко. Метров 40, наверное. 40. Сидит что-то вот, и я звук их не слышу. Ну, еще несколько шагов сделал, опять, наверное, 2 штуки выскочила. 2 штуки выскочила. И одна штука, короче, села на сосну. И сразу ориентир я взял. Близко тоже, где-то метров 35, наверное, от меня. Смотрю, приглядываюсь так. И я ее увидел. Увидел, дичь сидит. Дичь сидит. Прицелился, выстрел. И так медленно так. Бывает, что выстрелишь, и птица сразу комком падает быстро, резко.
иногда с крыльями махая, а этот тихонечко так, и еще перед тем деревом еще маленькое дерево было, и промеж него как-то упало вообще. Упала, я подхожу, а прицеливаюсь и вижу, черный тетерев. После выстрела упал, подхожу к дереву, там такой сучок лежит, тоже на дроби или я не знаю, что-то там упало вообще. Упало такой сучок от сосны, и перья, ничего нету. Смотрю, там дальше иду, и такая, так в снегу такая лунка, и руку в эту лунку, и из этой лунки, в общем, я поднимаю тетерку. Тетерка. Когда прицеливался, был черный косач, оказался тетерка. И после этого выстрела еще несколько птиц там поднялось. Все куда-то улетели. Вот та самая птица. Кровь идет. Все показал, не обманывая никого. И для закрытия лицензии еще остался один тетерев. Тетерев, тетерка, как, не знаю. Все. После этого уже сколько там, километра 3 или, так, подожди, 2 и 2, километра 4, наверное. 4, наверное, оставалось. Потом ручей я переходил, показывал вчера, где вот бобры там следы видели, где вот эти деревья они грызли. И видел еще одного рябчика. А с утра, когда вот поднимался туда, видел одну белку. Можно, конечно, было заснять его от фотоаппарата. Видеокамеры с собой не было. Несколько рябчиков. И все. Больше ничего не видел. Не знаю потом с охотой, как уже в середине на февраля получится, не получится приехать. Но для себя я вывод сделал с прошлым годом. Вот в прошлом году также я ходил в это время. И боровой дичи вообще не было. Вообще ни одной. А в этом году есть рябчики. Рябчиков, наверное, десяток я видел уже. Вот косачи. Косачи тоже. Я думал, это косачи, не живут здесь, а может как-то перелетные. Но оказалось, что вот они там что-то, где-то какое-то место, наверное, куда-то все равно они выходят, кушают, кормятся. Но место, конечно, там тайга. Именно тайга. Не возле реки, не возле озер, вот где обычно большие березы, там они кормятся. Нет. Именно в тайге держатся. Вот так прошел сегодня мой очередной день. Сегодня уже снимать дальше тоже не буду. А завтра уже будем возвращаться обратно домой. Еще ночь еще переночую в избушке. Еще снег надо убрать с крыш, если успею. Вот видите, еще снег идет. Снег идет, я не знаю, там уже на буране. Буран уже не виден вообще. Сколько уже навалило сантиметров. Как я приехал, наверное, 10, может чуть-чуть больше. Да, вон на санях
10 сантиметров, 12 сантиметров где-то уже. Еще вот в эту ночь будет снегопад. Вот такая охота. Сколько пилили, сколько вот охотник ездит, ходит, сколько силы тратим. Техника там тоже на топливо. Как подумаешь, эта охота невыгодна. Невыгодна, но все равно тянет. В общем, до завтра. Сегодня уже все. Может, если что-то, когда буду ужинать, вдруг захочется поговорить, могу включить и еще что-нибудь рассказать. А на сегодня все. Вон трофей такой есть. Опа. Будем отдыхать. И топор все у меня в рюкзаке. Лыжи новые с камусом, вот такие у меня. И вторые лыжи возле избушки. На тех лыжах хожу. Это так себе камус, такие полоски тоже прибил сюда. И, ну, уже 100 лет этим лыжам. Ну, уже года 5-6, наверное, хожу на них. Все замерзло. Ремни, все замерзло. Все во льду. Все во льду. Даже курок обратно не пошла. Все мерзлое. Спасибо, хоть выстрелила. Четвертый день. Утро. Я еще под одеялом валяюсь. Заболело горло. Все скрипит. Ай. Затопил печку. О, как шумит там. Топится. Скоро чай буду пить. В общем, просыпаюсь потихоньку. Сегодня уже возвращаться будем домой. Снег вроде перестал. Но на улицу я еще не выходил. На улицу не выходил, вставал, печку затопил. Чай попью и буду полоскать горло содным раствором. У меня есть сода. Именно для этого и привозил уже в прошлом году. Если вдруг заболеет горло или еще, соду с солью разбавлю и буду полоскать горло таким раствором. Ой, блядь. Простыл, наверное, вчера я. Потеешь, идешь, потом останавливаешься. Ай. По легкому вчера был одет. Побольше оденешь, там вообще спотеешь. Я оделся по легкому. Да так вчера безветренно было, позавчера вот ветрено. Когда вот выйдешь на открытое место выйдешь, и там уже все продувает тебя насквозь. Ты спотеешь и идешь. И продувает, вот. Слабые места сразу находят болезни, где на этот раз горло заболело. Может, пройдет. А если нет, так домой поедем, будем пить лекарство какое-нибудь. Но сейчас будем полоскать горло. О, расцветает. Не знаю, сколько времени. В принципе, вот. У меня же есть сотовый. Вот она. Сколько времени-то? 6:39.
Я в это время уже, 2 километра уже проходил, а сейчас все еще валяюсь. Без 27. А спешить некуда. Может, на рыбалку сегодня схожу. Рыбалка, попробуем рыбачить. И с крыш, может, еще снег уберем. Посмотрим. О, сколько снега там на крыше. Видел. Пришли меньше было, вот за 2 суток, вот за сутки вчера очень много выпало. Ну, он там на бане вообще, смотри. Нормально, да? Сколько там? Дофига. Ну там на бане крепкая крыша. Я делал там самодельные доски, там 7 сантиметров, наверное, толщина. Пилил там такие плохие. А вот на избушке там слабенькие доски, там, ну, как сказать, не слабенькие, а там поперечные бревна, там надо еще усилить крышу. Никак руки не доходят. Каждую весну хочу усилить еще там бревно, туда надо поднять. И... О, звук. Звук чайника. Звук чайника так скрипит. Первую ночь вот избушка так прохладно была, а вот уже во вторую уже все бревна там нагрелись, там как бы жар лучше, там тепло. Ночью не затапливал, утром только затопил перед уходом, чтоб чай был в термос набрать. И еще на улице тепло. Из-за этого, конечно, тоже. На улице там 6 градусов, минус 6. Сегодня, наверное, еще там 3,6. Там вчера домой звонил. РП5, говорит, показывает 3,6 градусов. Блин, глотать трудно же. Ноги тоже устали. Не с привычки так столько километров прошагал. В общем, просыпаемся, будем чай пить. И если куда пойду, я покажу. Сегодня видеокамеру с собой буду брать. О, жар-то как дает печка. Пойдем, выйдем, посмотрим, что у нас. Какая погода нас ожидает. Ух, тишина. Немножко ветрено. Прохладнее, чем вчера. Прохладнее и снега вообще нету. Вершинки только деревья немножко шатаются. И много птиц. Вон как вершинки чуть-чуть. А, блядь, горло пиздец. Ну, чуть-чуть вот с вчерашнего, как я пришел, с леса вышел. Там сантиметров сколько? Сантиметров 3 еще, наверное, снег выпал. Да, где-то так. За водой я спускался по этой тропинке. Вообще такой воздух свежий. Нос в соплях, но все равно свежий воздух. Слышно, чувствую. Вот, смотрите, в каком состоянии, в каком виде. Сейчас у меня буран.
Сейчас снегу завалило. Еще такой снегопад и вообще как комок станет, не узнать, буран это или какой-то снеговой комок. Надо бы немножко снег тоже убрать. Тогда крыша чуть-чуть прогнулась, но терпимо, не сломается, выдержит. Но, конечно, здесь несколько тонн снега. Вес, наверное, есть. Ай, бля. Не знаю, сегодня сходить куда или нет. Ай, бля, вообще состояние какое-то разбито у меня сегодня. Немножко ветерок так. 2-3 метра на секунду есть. Чуть-чуть шатает. Вот слышали сейчас тррррнул. Это черный дятел. Сейчас вот еще. Вот. Вот они общаются. Сейчас еще услышу. Вот. И вот есть примета тоже. Скажем, если одиночка так тыркает, и по звуку надо слушать. Если вот это длинный, есть, бывает, что вот однотонно так, через некоторое время, но длина одинаковая. И надо слушать, какой длины звук будет. Чем длиннее звук, тем длиннее он, наверное, носом так бьет, но быстро-быстро. Из-за этого так получается звук. Если длинный звук, значит весна длинная будет. А если короткая, как вот второй, вот здесь поближе, который, он быстро так, короткий звук. Это дает знак, что весна покороче будет. Весна придет так, быстро может все растаять, снег, лед уйдет, и вот тебе и уже лето на дворе. А бывает так протяженная весна, так тает, думаешь уже весна, а нет, вот куда-то сюда уже подлетела, что ли, она. Где-то поближе уже было. Вот здесь он. Видел, я думал, птица обычная. Черный дятел. Не вижу его. Вот у этого короткий звук. И по этому звуку можно узнать, ну вот по этому звуку видно, что весна будет короткая. Быстро придет и уйдет. Вот короткий звук дает. Где же он? Ну, они так общаются друг с другом. Это дятлы. Ветер. И сегодня, наверное, вот дальше будет похолодание. Потому что снег выпал, почти полметра. И после такого снега обычно морозы начнутся. Ветер холодный сегодня, чем вчера. Все, соберусь, да, наверное, куда-нибудь схожу на рыбалку, может, попробовать что-нибудь порыбачить. А так неохота, если честно. Ой, я как не уважаю эту рыбалку. Лучше на охоту, чем на рыбалку. Но сходить надо проверить, там что-то клюет или нет. Сейчас собираюсь. Следы. Здесь я
позавчера ходил. Моя лыжня уже почти не видно. Ну, а в открытых местах, наверное, там вообще метет. Хоть и прошел, там уже следов нигде не видно. И после меня он тоже дерево сломалось. Или свалилось, что это? Нет, он сломался. Он оттуда он и свалился вот эта сосна. Сколько деревьев в год ломается. Снега много, вот и не выдерживает. Вот так гнутый он уже был. Гнутый. Снег еще, наверное, добавок прибавила и все, не выдержал. Фу. Так, не спеша уже иду, чтобы не потеть. Но все равно надо было шапку другую одеть. Блин, зимнюю шапку одел даже. Выходил на улицу, воздух такой прохладный. А вот начнешь идти, буквально там 50 метров пройдешь и все, начинаешь потеть. Вот так потихоньку будем добираться на место рыбалки. Попробуем порыбачить. Не знаю, погода как-то то проясняется, то наоборот облачно становится. Ну вот, на Ельца, когда ходил, Ельцы в такую погоду, я скажу вам, отлично брала. Чебак, Елец, все по-разному называют. Фу. Тут тоже, но это было уже, то я уже через него переходил. Вот так вот. Опа! Упала шляпа. Хорошо, что я задник не надел. Вот тебе и переходил. Видел. Скользкий тип оказался под ногами. Сосна. Задник не стал уже надевать. Я возака сейчас иду. И задник надеваю, и все равно соскальзывает. Вот, с задника. Вот отсюда соскальзывает. Здесь бугорков никаких нету. И ремень все равно скользает. О, бля. Так, надо подняться. Хоп. Все, на лыжах. Дальше. Не такое переходили. Фу. Вчера или позавчера. Так, подожди. Не помню уже. Много раз тоже пришлось ручей переходить. И через ручей там дерево свалилось. Фу. И дерево уже такой, на дерево снег навалило, где-то, наверное, метр ширина на нем. Такой комок. Ну, думаю, чем через ручей переходить. Ручьевать тоже можно и провалиться. Кто знает, что там под снегом зимой. И стал переходить через это сваленное дерево по снегу. И этот комок как-то, блин, уже упал. Ну, лыжи у меня ушли. Одна лыжа в одну сторону, 2 шага сделала, вторая в другую сторону, блин. Думаю, здесь я еще зависну на этом дереве. А через ручьи тоже там все открыто, в общем. Не знаю, как на речке. Сейчас
Снегу много. Здесь яму проверил где-то недалеко, где-то с километр, наверное, с бушкой там яма есть. Если не клюет, время терять я не буду. Время терять не буду на рыбалку. Мне рыбалка такая. Мне очень не нравится. Уф, как я спотел. Хорошо. Так, вот сейчас здесь я там пошел. Как-то перепутал. Что-то надо нам. Здесь напрямик пойду. Ветра нету сегодня хоть. И то. Фу, блин. Подумаешь, по целине, блядь, ходить одному так тяжело. Да. С напарником легче меняться там по километру, скажем, хотя бы. Он километр, ты километр. Когда-то после армии, наверное, мы с другом тоже одно время ходили на охоту. И менялись каждые 20 минут, наверное, как-то тактику брали. 20 минут он идет, 20 минут я иду. Ну, впереди. Менялись так друг друга. Поменяли. Так. Все, в общем. Вот моя лыжня. Потихоньку идем. Идем на место рыбалки.